Доброе утро, уважаемые телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 НВК Саха. В студии сегодня мы, Дарья Анкехова, Руслан Ачиров. И сегодня у нас 11 мая, среда, и мы желаем всем бодрого утра. Действительно, Руслан, короткая рабочая неделя, майские праздники позади. Ну и мы, как всегда, в это же время на этом же телеканале встречаем утро с вами. Да, ну что, Даша, давай расскажем, что сегодня нас ждет в эфире. Сегодня мы поговорим с вами о погоде. Действительно, тема ледохода волнует многих из наших телезрителей, ну а также узнаем, каким будет это лето. Также, друзья, наш ответ Макдональдсу. Почему быстрая, недорогая, вкусная национальная кухня привлекает не только туристов, но также узнаем, какие блюда в Казани стали популярными и что вы можете попробовать, если будете в отпуске в этом городе. Еще мы узнаем, как разводят коз в самом отдаленном районе нашей республики. Очень интересная тема, я думаю, будет полезным для многих из вас. Ну а также сейчас начался сезон шашлыков, самое время их пожарить, но будьте осторожны, советы нашего доктора будут весьма кстати сегодня. Также, друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, участвуйте вместе с нами в нашем эфире, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», задавайте свои вопросы, пишите нашим гостям. Также присылайте поздравления. Ну и не забывайте про наш номер 8 914 273 44 88. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. В районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 4 градуса. В заречной группе 4,1 градус со знаком минус. В южных районах 7-6 градусов ниже 0. В Вилюйской группе температура воздуха ожидается до плюс 2 градусов. В Нижнеленских районах минус 5, минус 3. В западных до плюс 2 градусов. В Колымо-Нигирской группе улусов минус 19, плюс 2 градуса. В Янских районах до минус 15. На северо-западе ожидается до плюс 4 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 3 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный, северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 8 градусов. Ну а сегодня еще тот день, когда жители Америки могут сказать: я сегодня кушаю все, что хочу. Этот день так и называется «Ешьте, что хотите». Этот неформальный праздник отмечается ежегодно 11 мая. Замечательный праздник такой, да, и я, кстати говоря, наверное, его очень часто отмечаю в течение всего года. Да, у нас, по-моему, каждый день такой, то есть, по крайней мере, у меня. Ну, а в Нидерландах, да, все, думаю, знают, что в Нидерландах очень много людей катается на велосипедах, и там у них, можно сказать, их национальный праздник, День велосипедиста. Но какие даты и события еще сегодня связаны с датой, то давайте посмотрим в следующем сюжете. В США сегодня национальный день, когда можно есть то, что хочется. По народному календарю ясный восход солнца к ясному лету. Если ночь будет теплой и звездной, ожидается хороший урожай. 11 мая 330 года состоялась торжественная церемония освящения Константинополя, столицы Римской империи. В этот день, в 868 году, в Китае появилась первая печатная книга «Алмазная сутра». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. 11 мая 1881 года опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти. 11 мая 1927 года основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». В 1939 году в этот день между СССР и Японией начался вооруженный конфликт на реке Халкингол на территории Монголии. Соглашение о прекращении военных действий подписали 15 сентября того же года по просьбе Японии. 11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». 11 мая 1720 года родился Иероним Мюнхгаузен, немецкий барон, знаменитый рассказчик. В 1864 году в этот день родилась Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа «Овод». 11 мая 1904 года на свет появился Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист и писатель.
В Якутии сегодня празднуют 70 лет со дня рождения Владимира Данилова, доктора юридических наук, заслуженного работника Народного хозяйства республики, отличника МВД СССР, государственного и политического деятеля. Именины в этот день празднуют Анна, Виталий, Кирилл и Максим. Наши телезрители поделились одним видео. В Верхневилюйском улусе выпал снег. Жители Якутии сняли это явление на видео, и действительно появилось такое вот замечательное видео в социальных сетях. И это май, это майские праздники. Да, действительно. Слушай, ну прямо как будто зима. Не весна, а зима. Но угадать, знаешь, какой будет погода, очень сложно, но для этого есть специалисты, которые знают о погоде все. Да, и сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Маршалик. Доброе утро. Начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну, конечно, всех интересует главный вопрос на данный момент. Как у нас проходит ледоход, и где он сейчас находится, и чего нам ждать, и в какое время? В этом году ледоход сложно идет, в плане том, что у нас очень мало воды, поэтому, как говорят, двигать ледоход нечем. То есть уровни поднимаются очень медленно. Где ледоход? Сегодня в 22 часа в Ленске, значит, начался ледоход, была подвижка, но было 30 минут, и он остановился. Причина в том, что мало того, что воды мало, еще довольно низкая температура воздуха. Значит, Когда нам ожидать? если позавчера у нас было всего плюс 3 градуса в Ленске, вчера было плюс 6. Этого очень мало. И еще, так как установилась антициклональная погода, ночные температуры отрицательные, и поэтому вот идет с остановками. Что касаемо Якутска, когда нам ожидать приблизительно? Сроки вскрытия в Якутске 15-17 мая. Но так как, видите, идет немножко с задержкой, думаем, что будет поправка на 1-2 дня в сторону более позднего срока. Ну вот, как мы видели в предыдущем видео из Верхневилюйского улуса, вот в начале мая погода нас не балует, да, бывает так, что выпадает такой вот снег. Вообще капризы природы, они часты для этого периода? Такое явление, как снег в Верхневилюйске, и вот, например, вчера выпал в Алдане, там 11 миллиметров осадков, это примерно 20 сантиметров снега, практически сугробы. В этом ничего необычного нет, мы просто привыкли за последние годы к потеплению, как мы говорим, климата, но, может быть, не самого климата, вообще как бы к довольно теплым годам. И поэтому то, что у нас в мае выпал снег, думаем, что это как-то необычно. А вообще раньше, вспомните, было 20-30 лет назад, начало июня, заморозки, выпадение снега даже в центральных районах, это была норма. Вот. Поэтому ничего необычного. С чем это было связано? Прошел довольно глубокий циклон с Красноярского края, принес сначала потепление на запад территории, потом на центральные районы. 8 мая, помню, что температура была до плюс 16 в центральных районах. И дальше в тылу за этим циклоном у нас резко похолодало. Это практически арктический воздух затек. Ну, естественно, осадки уже были в виде не дождя, а снега, и довольно приличные. Кто-то, я думаю, я обычно уже приоткрываю форточку, чтобы ночью, да, на ночь. И вот эти 2 дня прямо думаю, какой-то холод. Да, надо наоборот закрыть, да? Ну вот и заметили, что прямо вот холодный арктический воздух, холодно, ветер такой прямо пронизывает. Это вот Арктика дышит на нас таким вот образом, да. Ну, свои прелести, да, есть тоже в этом. Скажите, пожалуйста, все-таки снег еще где-то выпадает, у нас уже был дождь, но люди уже беспокоятся о том, каким у нас ожидается лето 2022 года. Я всегда говорю, что мы такие долгосрочные прогнозы не делаем, но у нас есть прогнозы, которые делает наш институт, считают по определенным методам, и практически все месяцы лета рассчитались примерно норма и выше температуры, то есть довольно теплая, и осадков на большей части дефицит, то есть норма и чуть меньше. Поэтому вот это, я еще раз повторяю, это предварительные, очень долгосрочные прогнозы, что довольно сухое и теплое лето. А вообще, что касается вот в целом по России, есть ли какая-то информация, допустим, в целом лето какое будет? А в целом по России, ну вот наш Вильфанд Роман Менделевич, знаете, наверное, это вот наш научный сотрудник, бывший начальник Гидрометцентра России, он всегда дает комментарии, и в этом году было сказано, что по территории России ожидается довольно теплое лето. С осадками везде не бывает так, чтобы, знаете, везде было сухо. Да. Такого не бывает никогда.
Поэтому где-то, может быть, будет и сухо, как в прошлом году было. У нас было сухо, а Иркутскую область заливала. Вот, поэтому в этом году как-то распределиться. Хотелось бы дождя немножко на нашу территорию. Действительно, была бы идеальная картинка, да, если- Идеально хотелось бы, да, чтобы Да. не было пожаров, чтобы были грибы, Да. ну и все прелести, которые с дождями связаны. Но вот сегодня мы посмотрели, да, примерную картину по прогнозу погоды, да, рассказываем мы каждое утро про это. И вот все-таки вот эта ветреная погода достаточно, да, она вот сколько дней еще будет у нас стоять? Вы знаете, вот ветер весной – это, в принципе, нормальное явление. Вот то, что мы смотрим, вроде как будто даже никаких объектов не проходило, а днем ветрено. От чего это зависит? У нас уже дали сход снежного покрова в центральных районах. Как ни странно, сначала в Верхояне у нас сошел снег, сейчас в центральных и заречных районах. И поэтому разница прогрева, понимаете, вот есть еще лед стоит на реке, Да. это какая поверхность, значит, Одна, ледяная, да. плюс где-то оттаяла земля, там, где у нас были пожары, там выжжена земля. И вот дневной прогрев, он различный. То есть где-то более темная поверхность, она больше солнечной радиации себе принимает, какая-то больше отталкивает, и поэтому вот эта разница температур, она приводит вот к возникновению ветра. То есть ветер, он даже без всего, ничего не проходит, ветер все равно будет дуть, это весна. Вот. Ну а при прохождении различных барических объектов, таких как циклоны, вот про что я говорила, в тыловой части обязательно дует ветер. И ветер сильный, вот на западе был до 20 метров в секунду. В тылу циклона, проходившего на майские праздники. Ну, то есть будет. Конечно. В ближайшие дни обязательно будет. Это естественное явление для Ветер этого будет, периода. да. Даже при антициклональной погоде все равно ветер есть. Ну, а потом уже пройдет ледоход, и я думаю, вот как раз тогда будет то солнечное, да? Часто говорят о том, что ледоход и погода очень связаны. Да. Вы знаете, вот как раз ледоход больше зависит от погоды, чем наоборот, Вот как так, считают. Да, конечно. Но вот сейчас на западе территории у нас установился антициклон, и постепенно каждый день по 2-3 градуса температура будет повышаться. Хотя ночью все равно будет выхолаживание в антициклоне, а днем будет солнышко и будет повышаться температура. Ну, скажите, вот вы давно уже работаете в данной службе, да? А были такие моменты, когда вы одевались не по погоде? Личный вопрос. Да, конечно, бывало. Бывало. Почему нет-то? Иногда просто зонтик забыла. Хотя знали, что Хотя знала, что будет дождь. Не люблю вот этот аксессуар, потому что он все время как-то занимает место и в руках, и в сумке. Абсолютно согласна. Ну, Татьяна Владимировна, вам большое Спасибо спасибо за очень интересную информацию. Ну, а мы думаем, что погода будет нас радовать. И буквально через несколько секунд мы вновь продолжим наш эфир. Сейчас прервемся на небольшую паузу. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в стране. Большинство российских регионов в теплое время традиционно сталкиваются с проблемой природных пожаров. Как поясняют специалисты, в основном такие возгорания происходят из-за человеческого фактора. Однако обстановку осложняют и погодные условия. Во время пожароопасного сезона Владимир Путин традиционно проводит совещания по этой теме. На таких мероприятиях обсуждается сложившаяся ситуация и меры, которые уже введены или которые необходимо принять. В обсуждении также примет участие глава Якутии Айсен Николаев. Тем временем на территории республики зафиксировано 22 термоточки природных пожаров. Рабочее совещание прошло накануне под руководством первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова с участием министерств, ведомств и глав муниципальных районов. Несмотря на затяжную весну, идет активный исход снега в отдельных районах на 10-25 дней раньше нормы. Отмечаются сильные порывы ветра, что может способствовать распространению огня. Изучение термоточек показало, что возникновение большинства из них вызвано человеческим фактором. Еще одной причиной может стать перехлёст электрических проводов при сильных порывах ветра. Дмитрий Садовников потребовал увеличить количество рейдов по лесным массивам и ограничить выезд людей на природу до появления зеленого покрова. Есть те участки, которых допускают нарушение законодательства. В частности, это в Момском районе, Амгинском районе, Алекминском районе, Нюрбинском районе, где люди продолжают заниматься пожогами сухих
опалов и то, что оно у нас появляется. Это сегодня законодательно запрещено. Мы еще раз напомнили главам районов о необходимости проведения инструктажа Министерства сельского хозяйства, чтобы люди не продолжали жить по старинке, а не допускали и понимали, что это сегодня карается законом, нарушение это. Якутянин Назар Андреев стал чемпионом всероссийского турнира по боксу «Знамя Победы» в подмосковном Серпухове. Чемпион страны среди студентов выступал в команде Московской области весовой категории до 80 килограммов. В финале якутянин встретился с чемпионом Уральского федерального округа Виталием Котовым из Челябинска. По итогам встречи Назар Андреев обыграл соперника со счетом 5-0 и выиграл золотую медаль, а также денежный сертификат на 400 тысяч рублей. Новый сезон уличных утренних зарядок стартовал в столице республики. Занятия будут проходить в парке культуры и отдыха на площади Победы, Дружбы народов, Ленина, Орджоникидзе, на площадке Триумфа, стадиона Туймада, Саха-цирка, торгового центра «Меркурий» в 17-м квартале и на стадионе села Хатасы. Упражнения выполняются под руководством общественных инструкторов и опытных наставников. Каждый из них будет представлять какое-либо оздоровительное направление. Доброго утра всем, кто только присоединился к нашему эфиру. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Друзья, мы напоминаем про наш номер 8 куда вы можете отправлять ваши поздравления, и мы их обязательно зачитаем в прямом эфире. Ну а также не забывайте про наш телеграм-канал. Чтобы на него подписаться, достаточно в строке поиска телеграма написать «Утро Якутии слитно». Ну а мы продолжаем, и приостановка работы в России некоторых западных ресторанных брендов, включая Макдональдс, станет трамплином для создания рынка национального фастфуда, считают многие эксперты. Более того, в последнее время сильно возрос запрос на такие блюда, как татарский эчпачмак, башкирские кыстыбы и якутскую оленину. Например, в Казани национальный фастфуд Тюбетей, работающий на рынке чуть более 5 лет, показал, что спрос на него есть. Быстрая, недорогая и вкусная национальная кухня привлекает не только туристов, но и местных жителей. Первая в России халяльная сеть быстрого питания сочетает в себе национальную, традиционную и современную кухню. Выпечку очень интересно, не потому что у каждых народов разная выпечка. Их завлекает форма и вкус. Также наши супы и солянка, например, очень вкусная. Также есть кыстыбургер, альтернатива обычному кыстыбы. Можете попробовать, тоже очень вкусный. Также есть вегетарианские, специально для тех, кто не ест мясо, и сладкие для детей. Есть постоянные гости, которые приходят к нам каждый день и участвуют в нашей бонусной системе. То есть каждой покупке начисляется 5%. Вот. Это также завлекает всех гостей, и они постоянно посещают наш кафе. Вот интересно, да, фастфуд — это что пришел, что-то заказал и буквально через несколько минут получил. А вот, допустим, на нашей национальной кухне что может быть? Ну, я знаю, строганину очень быстро можно сделать. Очень быстро, действительно. Пару часов с ней помучаешься, и можно сделать, Руслан. Но если взять, допустим, заведение общепита, ну вот на твой взгляд, самое быстрое блюдо из якутской кухни, которое могут подать на стол, что это? Ну, я вот думал, что строганина. То есть, если заготовка есть, настрогали и сразу подали. Да, знаешь, ну тогда можно сказать и якутская лепешка, если она лежит уже готовая, ее тоже можно слегка подогреть и подать к столу, да? Ну, на самом деле, мы не шеф-повара. Я думаю, что, в принципе, профессионалы, я думаю, очень быстро могут нам сказать, подсказать, что можно из нашей национальной блюда подавать, из нашей национальной кухни подавать в фастфуде. Не за горами, мне кажется, то время, когда и появится якутский фастфуд, и мы надеемся очень на то, что наши предприниматели, да, займутся этим совсем скоро. Да, ну а в последнее время якутяне стали больше создавать и развивать фермы. Правительство республики помогает начинающим бизнесменам финансово, их поддерживая. Мы сегодня хотим рассказать вам о семье Слепцовых, которая 3 года назад начала заниматься разведением коз. Это единственная семья в Момском районе, которая пока занимается этим направлением. Хозяйство пока небольшое, но достаточно перспективное. Ирина Григорьева познакомилась с их питомцами.
Жить на селе сейчас непросто. Здесь живут, работают, учатся, трудятся лишь те, кто беззаветно любят сельские хлопоты и очень любят свою малую родину. Особенно фермеры. А у фермеров труд нелегкий. Здравствуйте, Альбина Пухомовна. Ну что, это ваши питомцы? Да. Каждое утро у семьи Слепцовых начинается с легкого мациона. Утренней прогулкой закаляют моих питомцев. Шутит хозяйка, знакомится со своими животными. 3 года назад жительница села Хану Альбина решила создать свое хозяйство и начала с разведения коз. Аленушка и Милка. Ой, Милка. Микрофон. После знакомства идем в пристрой, где живут и другие обитатели. Здесь им вместе не скучно. Витамины, обед и дойка строго по расписанию. Коза – неприхотливое животное, с которого можно получить пух, мясо и молоко. Пока Слепцова – единственная семья в Омском районе, которая содержит коз в домашних условиях. Альбина отмечает, разведение коз имеет только плюсы. Козы – это моя отрада. Это Аленушка, а это ее 4-месячная дочка Милка. Они очень послушные. Особенно, когда они в настроении, чувствуют мое состояние. Очень умные, как люди. Начинающий фермер отмечает, заанинская порода коз с помесью отлично адаптировалась к северным климатическим условиям. Редко болеет, а главное, отлично пережила арктическую зиму. Утепленный пристрой, построенный мужем, отлично подходит для содержания не только коз. По соседству находятся шумные соседи, спокойные наседки, говорливые индюки и голосистые петухи. Козье молоко в деревне на вес золота. После утренней дойки в 7 часов утра драгоценное молоко уже раскупают. Жители села Хану, особенно бабушки, давно оценили преимущество козьего молока, которое намного полезнее коровьего и улучшает работу сердца. Альбина уверена, козы неприхотливы, не требуют больших затрат, миролюбивы и очень дружелюбны. Я 3-й год занимаюсь разведением цыплят в инкубаторе. В этом году решила попробовать разводить индюков. Из Якутска 5 яиц привезла, но не все выжили. Я не отчаиваюсь, буду пробовать и дальше. Жду тепла, скоро должны яйца уток отправить. По утрам в семье Слепцова кукарекают петухи, козы просят выпустить их на поле, а курицы несут свежие яйца. Семья Слепцовых отмечает, утро в деревне бывает разным, но жителям села приятно проводить свое время в деревне, когда шумный мегаполис где-то далеко, даже за несколько тысяч километров. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Омский район. С началом дачного сезона, походов в лес и на рыбалку, начинается и пора активизации клещей, переносчиков клещевого энцефалита. Пик укусов клещей приходится на весну и лето. Если вы не вакцинированы, то поход в лес будет для вас, возможно, опасен. Поэтому необходимо приобрести средства защиты. Прежде всего, необходимо правильно еще и одеться. Кроме того, нужно использовать средства индивидуальной защиты. Да, спасатель отмечает, что пик укусов обычно приходится на май-июнь, но опасность укусов сохраняется до глубокой осени. Самыми опасными клещами на территории России из почти 60 видов являются энцефалитные. Да, действительно, но прежде чем пойти в лес, нужно обязательно предостеречься и по возможности, конечно, сделать прививку. Ну, особенно тебе, ты же очень много времени проводишь, да? Вот на свежем воздухе, очень любишь путешествовать, у тебя... Да, вообще у меня фобия, да, то есть, ну, слава богу, у нас, в нашем регионе, вот в Центральной Якутии, как-то не особо таких прям много, как вот, допустим, в Центральной России, там прям вообще огромное количество. Но лучше позаботиться об этом заранее, правильно? Да, обязательно. Ну, а вообще майские праздники, мне кажется, это вот та самая пора, которая ассоциируется сразу с шашлыками. Но действительно, после долгой зимы люди прям так сильно хотят попробовать кусочек вкусного жареного мяса. Да, но здесь тоже есть опасности, друзья. Да, потому что помимо клещей на природе еще и если вы кушаете мясо, то оно очень жирное, да, жирное, и идут споры, полезно вот вообще красное мясо или нет. Давайте мы сейчас обратимся к нашему доктору за разъяснениями. Доброе утро! Красное мясо – продукт, из-за которого ведутся многочисленные споры. Одни советуют полностью исключить его из рациона, другие советуют не отказываться. Как же быть? Давайте разберем подробно. К красному мясу относятся говядина, телятина, баранина, свинина, конина, козлятина.
Польза красного мяса. Именно в нем содержится максимальное количество железа, так необходимого женщинам репродуктивного возраста и растущим детям. Красное мясо – один из основных источников витамина В12, отвечающего за поддержку нервной и иммунной систем. Кроме того, в нем много других витаминов группы В, цинка, незаменимых аминокислот. В чем же вред? При избыточном уровне железа повышается количество свободных радикалов. Во время термической обработки происходит образование конечных продуктов гликирования. Чем дальше мясо готовится, тем больше их образуется. И свободные радикалы, и конечные продукты гликирования ускоряют старение, повышают уровень воспаления, риски атеросклероза, инфарктов, инсультов, сахарного диабета второго типа, рака. Большое содержание жира в мясе – это большое количество жирорастворимых токсинов, которые будут растворяться в жировой ткани. Все эти риски повышаются в разы при употреблении переработанного красного мяса. Это все полуфабрикаты, копчености, колбасы, сосиски, сардельки. Эксперты Всемирного фонда по исследованию рака рекомендуют для профилактики онкологических заболеваний снизить потребление красного мяса, от мясопродуктов полностью отказаться. Что же делать? Следует употреблять непереработанное красное мясо 1-2 раза в неделю. Чем меньше жира будет в вашем стейке, тем более он безопасен. Готовить красное мясо на низких температурах, не пережаривать. Прекрасным решением будет предварительное замачивание. Обязательно употребление хорошей порции овощей в 2-3 раза больше порции мяса. Откажитесь от переработанного красного мяса и будьте здоровы! К столетию образования Якутской ССР якутяне в Турции приняли участие в благотворительной акции «Лес памяти». Экологическая акция проводится благотворительным фондом «Тема», целью которой является охрана земли и ее ресурсов. Желающие могут оказать пожертвования и даже посадить свой лес. Данное движение началось с 1994 года, и по сей день ее результаты радуют. Охвачено 19 тысяч гектаров земли, 244 разных участков на территории Турции. Всего посажено 22,3 миллиона саженцев. Инициативная группа Ассоциации якутского делового сотрудничества, культуры и солидарности выделили 100 выдающихся людей Якутии, которые внесли свой вклад в развитие республики. В этот список вошли известные писатели, педагоги и ученые, спортивные тренеры, деятели культуры. Их имена будут на сертификатах деревьев, что станет символом участия Якутии в международной благотворительной акции и привлечет больше внимания к региону. Это не последняя акция турецких якутян. В дальнейшем планируется увеличить список и количество саженцев. Как здорово, да? Вот мы любим Турцию, и действительно будет, наверное, замечательно, если все-таки ты приедешь и увидишь то самое дерево, которое, ну вот, допустим, носит имя известного политического деятеля Якутии. Да, ты знала, что Верхневилюйская инспекция экологического надзора тоже активно работает с подрастающим поколением, и чтобы убрать мусор в местности МусАПА, встретились с учениками школы. Давайте посмотрим продолжение в следующем сюжете. Местность МусАПА известна тем, что даже в лютые морозы зимой из-под земли вытекает ручей, образует лед толщиной 2 метра, и он остается здесь до середины лета. Сейчас мы слышим, как шумит вода. В красивой местности наблюдать редкое явление природы и отдохнуть приезжает много народу, но есть факт, что многие из них не убирают после себя мусор, тем самым сильно загрязняя среду. Местность МусАПА, мы вот молодежь и школьники приезжаем, каждый год приезжаем, чистим. Сегодня приехали показать, как надо вести себя в природе. Это наша гордость. Явление природы, как Булус, где в городе там отдыхают. У нас здесь Булус. Проект «Экотропа» дает возможность обучить детей правильному поведению на природе, соблюдать чистоту везде и всюду. Экологи рады поработать вместе с детьми. Сегодня акция – это общереспубликанская акция, которая посвящена к субботникам в честь Дня Земли. Сегодня нами было собрано мусор, судя по всему, и здесь народ все-таки здесь перебирает за собой, поэтому мусора здесь не очень-то много. Аргётский наследник отсюда ближе всего, поэтому эти дети здесь частые гости. Они старательно убирались в местности, которые чтят и уважают. Собирайте мусор в Якутии. Очень много мусора в дорогах, реках, в земле, в деревьях.
животных становится мало. Мы хотим, чтобы было красиво, природа была должна быть чиста, воздух, вода, земля. Сегодня была проделана большая работа, а сейчас дети разделились на две команды и играют в чистом месте, на чистом воздухе. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Какие молодцы ребята, да, из Верхневилюйского улуса. Действительно, такие поступки могут стать ярким примером того, да, когда, того момента, когда нужно действительно беречь свою природу. И кто, если не мы, должны об этом позаботиться. Да, ну и, конечно, впереди летний период, и мы призываем всех отдыхающих, да, даже уже начать надо прямо сейчас, в любой момент, когда вы уезжаете на природу, не оставляйте мусор, всегда его собирайте, берите с собой мусорные пакеты и берегите природу, не загрязняйте ее. Да, вообще Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству, качеству полезных ископаемых. И здесь официально зарегистрировано 1823 месторождения 58 видов минерального сырья. Тема промышленности сегодняшняя. Да, давайте посмотрим в следующем сюжете. Доброе утро, уважаемые телезрители. Итак, мы продолжаем с вами рубрику, посвященную столетию Якутской АССР. А сегодня мы поговорим о таких вещах, как промышленность, то есть добыча полезных ископаемых. Вообще, когда кончилась Великая Отечественная война, конечно же, весь советский народ, в том числе и жители Якутии, переживали достаточно такой большой подъем во всех смыслах этого слова. И, естественно, одновременно с восстановлением всей страны, в том числе и республики, послевоенной пятилетки, которая продолжалась с 1945 по 1950 год, также шли научно-изыскательные работы, то есть по поиску тех же самых полезных ископаемых. То есть мы говорим главным образом об угле, об алмазах и, конечно же, о нефти и газе. Если говорить об алмазах, первые экспедиции начали приходить в Якутию еще, конечно, в годы 30-е, но тогда поиски были прерваны Великой Отечественной войной, а уже более усиленные работы начали вестись в 1948-1949 году. И уже в 1949 году геологические экспедиции под руководством Файнштейна обнаружили уже первые кристаллы алмазов в 1949 году, это было примерно в августе месяце. Затем уже спустя несколько лет были обнаружены первые кимберлитовые трубки, в частности, кимберлитовая трубка «Зорница» в 1954 году, обнаруженная Ларисой Попугаевой, то есть под руководством ее именно геологических экспедиций эту трубку нашла. Но уже в следующем году, в 1955 году, была обнаружена кимберлитовая трубка «Мир», и с которой, в принципе, у нас начинается начало вообще алмазной промышленности. То есть через 2 года, в 1957 году, работы в этой трубке уже начались, была построена первая обогатительная фабрика номер 1, и, собственно говоря, был основан город Мирный. Если мы уже продолжим говорить о других полезных ископаемых, в частности, угле, уголь у нас в Южной Якутии в больших количествах был обнаружен как раз-таки в начале 50-х годов, 50-51 год, это, то есть в районе нынешнего города Нерюнгри, Чульман и так далее. Естественно, находка этого самого угля позволила потом создать в будущем, в 70-е годы, Южно-Якутский территориально-производственный комплекс. Если говорить о газе и нефти, то мы, естественно, говорим уже о годах, второй половины 50-х годов. То есть это Тас-Тумусское месторождение, которое было открыто в 1956 году и которое позволило, в принципе, в Западной Якутии создать такой мощный промышленный комплекс, если так можно сказать. Естественно, в освоении этих территорий активно помогали местные колхозы, в том числе обеспечение продовольствием. И вообще весь этот процесс обнаружения полезных ископаемых послужил предтечей для будущего превращения Якутии из просто аграрной республики в республику аграрно-промышленную. Ну и, естественно, в доле населения у нас увеличивается количество рабочих. На этом у нас завершается первый блок, то есть посвященный годам 50-м. Якутия очень многонациональна. Так, например, в городе Нерюнгри дети разных народов уже 30 лет поют якутские песни и играют на хамусе. В столице Южной Якутии состоялся юбилейный концерт детского фольклорного ансамбля «Чуаранчик». Давайте мы посмотрим фрагменты концерта.
Зрители тепло встретили юных артистов. Каждое их выступление сопровождалось громкими аплодисментами. Солист ансамбля, восьмиклассник Ярослав Гара, занимается в Чоранчике 8-й год. Юноша очень любит петь якутские песни. Ну, из первого класса, получается, уже я хожу в Чоранчик. Мне это нравится этим заниматься. У нас очень хороший руководитель, Попова Маргарита Дмитриевна. С ней, ну, она как руководитель очень хороший, с ней очень интересно проводить занятия. И вот такие концерты у нас получается очень даже хорошо. Детский фольклорный ансамбль «Чоранчик» был создан 30 лет назад. Его бессменным руководителем является преподаватель национальной культуры высшей категории, отличник образования Якутии Маргарита Попова. Выпускники первые мои на сегодняшний день все 42-летние молодые люди, живут в разных регионах нашей необъятной России, работают в нашей республике, все успешные. Ансамбль «Чоранчик» – неоднократный победитель и лауреат республиканских, российских и международных конкурсов. Помимо разучивания песен, дети, занимаясь в ансамбле, узнают культуру, историю народа и с удовольствием играют в национальные настольные игры. Благодарность огромная Маргарите Дмитриевне, потому что для нас она уже человек очень близкий, мы ее безумно любим. Мы довольны тем, что мой ребенок осваивает историю, культуру Саха, поет песни на языке народов Саха. В этом большая благодарность руководителю. Я очень рада и довольна. Якутские народные песни в исполнении ансамбля «Чоранчик» никого не оставили равнодушным, а игра на хамусе талантливых школьников в ярких национальных костюмах вызвала у публики бурю эмоций и восхищения. Лично я под большим впечатлением. Мне очень приятно, что такие маленькие, замечательные артисты, наши нюрнбергенцы, с такой любовью, с такой теплотой поют душевные, эстрадные, фольклорные песни и несут тепло и доброту в наш мир. Ребята огромные молодцы. Я благодарю их за талант, за творчество, за профессиональное сценическое мастерство. Я не перестаю удивляться, я не перестаю восхищаться. Конечно, титанический труд и искусство – это огромная сила, которая объединяет людей разных национальностей. И особенно в это время до слез приятно, что мы живем в мире, и вот такие люди несут добро через искусство. Желаем ансамблю «Чоранчик» дальнейшего процветания, и пусть звонкие голоса детей разных народов звенят всегда. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а у нас отличные утренние новости. Успехи студентов Якутской балетной школы. Студенты второго курса Якутской балетной школы имени Аксиньи и Натальи Посельских, Иван Одинцов и Алисия Пак успешно приняли участие во всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в городе Йошкар-Ола и в 17-м открытом российском конкурсе «Арабеск-2022» имени Екатерины Максимовой в городе Пермь. Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов проводится каждый год по разным номинациям. В этом году он проходил по номинации «Современный танец». Первый отборочный тур был организован дистанционно. По присланным видеозаписям для очного участия во втором и в третьем турах комиссия отобрала 84 участника из 22 российских городов. И сегодня эти ребята у нас в гостях. Знакомьтесь. Здравствуйте. Это Алисия Пак и Иван Одинцов. Ребята у нас студенты второго курса Якутской балетной школы имени Аксиньи и Натальи Посельских. Также эти ребята отличники культуры Республики Саха-Якутия и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, когда рядом находятся такие ребята, хочется выпрямить сразу вот спину. Да, хотел как раз сказать. Я просто вот восхищаюсь. Сразу видно, да, это у нас артисты балета, да. Идеальная осанка, идеальные спинки. Ну, ребят, конечно же, поздравляем, во-первых, вас, да, и хотелось бы узнать ваши эмоции, да, как вообще шла подготовка для начала и вот ваши впечатления на сегодняшний момент. Ну, мы к конкурсам готовимся за долгий срок, потому что это нужно все отработать, все проделать.
С нами работали наши педагоги, вот Ренат Иванович Хон, Дарья Ивановна Дмитриева. Это очень такая тяжелая работа была, эмоциональная. То есть мы сразу готовы были лететь на 2 конкурса подряд. То есть современной хореографии нам нужно было перейти на классическую классику, голубую классику. Поэтому мы пережили этот момент. Немножечко у нас были разногласия, но все же мы вместе, мы сила, мы однокурсники, поддерживаем друг друга. Это было нелегко, но очень классно. Классно, да? Эмоции зашкаливают, да? У Ивана какие впечатления остались? Ну, только положительные, потому что это самый большой опыт. Ты становишься выше себя, ты представляешь родную школу, республику, да и вообще, в принципе, России, потому что на РБС это как бы как международный конкурс, поэтому все равно ответственность, вот, тем более столетие СССР, поэтому тем более хотелось как-то более значимо показаться. Вот. Также, мы встретили очень много своих близких, своих, знакомых много, сколько уже ездим, знакомые лица, поэтому в своей тарелке находишься, поэтому, да. Кто-то уже в театре там работает, в Пермском, то есть там туалет, там этот, туда проходи, все знаем. А так современная хореография в наших представлениях была немножечко другая. То есть мы, когда приехали, увидели, что вот там как-то изгибаются колени, у кого-то что-то так, они чувствуют музыку. Все, теперь хочется стремиться так же танцевать. Ну, вообще, вот о переживаниях, да, вот художественным руководителем и вообще председателем жюри был народный артист СССР и Российской Федерации Владимир Васильев. Вот, не переживали ли вы перед выступлением, которое оценивает звезда такого масштаба, то есть звезда мирового балета? Ну, вообще, на самом деле, мы танцуем для зрителей, потому что они приходят смотреть на нас. А Владимир Васильев тоже зритель, он тоже танцор, он все прекрасно знает на себе, сколько лет он танцевал, сколько лет он блистал, поэтому хотелось показать себя, чтобы он тоже понял, что балет никак не падает, а только повышается, чтобы он запомнил нас, якутянин, да. Вот. Хотел бы, чтобы он сюда когда-нибудь приехал, посмотрел на нас, на нашу школу, на наш театр, поэтому, да. Особо ответственно не был, потому что мы уже не первый раз танцуем, уже на опыте. Вот главное показать себя, все, что мы можем. Кто тебе вручал медаль? Да, конечно, когда момент вручения был, тогда было уже немного волнительно, потому что ты смотришь с глаза на глаз с ним, вот, он тебе дает, да, как бы, как дань уважения, ты смотришь его по телевизору, мечтаешь с ним встретиться, а тут на твоих глазах, стоит. Да, он рядом с тобой, и, конечно, это, да, стоит того. Ну, любой артист, конечно, выступает же для зрителя, да? Вот какова была реакция зрителя на ваше выступление, конкретно вот на гала-концерте? На гала-концерте мы исполнили 2 хореографии Алексея Расторгуева, то есть в Йошкар-Оле мы исполняли номер «По тонкому льду», а в Перми «Сказка». И в Перми вот мы первый раз вышли на бис. Да. Это было что-то какое-то неожиданное. Ну, мы как бы все делаем один поклон, ну, то есть мы же как студенты пока не ощущали такого и ушли. Ушли и разговариваем с нашей подругой, желаем удачи, сидим, разговариваем вроде. И нам говорят, выходите, выходите. Они, оказывается, до сих пор хлопают. Мы такие, ой, давайте. И у нас было 2 гала-концерта, то есть на первом гала-концерте мы вот первый раз вышли, и на следующий день, оказывается, точно так же приняли наш номер. И по эмоциям, ну, по оценке, они говорят, что с каждым разом вы его лучше и лучше танцуете, как-то чувствуете. Спасибо большое. Отлично, но это очень высокая оценка, да, когда зрители вызывают на бис. А вот скажите, вот такой вопрос относится к сценам, да? Я слышал, что вот балетные сцены, допустим, в России, ну, некоторые, может быть, да, они под наклоном к зрителям. Да. Это правда? Да, это на самом деле делается так, чтобы сцена была как на ладони, чтобы зритель все видел. Но для зрителя это, конечно, выглядит красиво, но танцору очень сложно, потому что вообще, в принципе, под физически, если такой наклон, то это как бы стоишь немножко так и должен танцевать так же, да? И это очень сложно, против физики идет, но ты к этому привыкаешь. Вот, поэтому, да. Насколько высокий градус? То есть это, ой, можно... вот мы не знаем. Летом мы летим на конкурс, который в Большом театре будет проходить. А там покат, говорят, самый... Да, вот один из самых больших покатов. Алисия, Иван, вот интересно, а кто привел вас в балет? Или вы вот с детства мечтали стать артистом балетной школы? Вот давайте начнем, наверное, с Алисии. Кто привел тебя или как ты узнала впервые?
Мне довелось родиться в династии Посельских. Моя прабабушка, первая якутская балерина, которая встала на пуанты, а бабушка, она основала вот нашу балетную школу, где мы сейчас учимся. То есть, я была ребенком, которому все нравится. Я любила и рисовать, и петь, и танцевать, и много чего делала. И меня как-то привели, я уже оказалась на сцене, и я, вау, новая школа. И то есть как-то потом... Как данность воспринимала, да, уже это? Да, где-то в классе 5, когда уже ребенок взрослеет, я уже начала понимать, что на мне лежит ответственность, что нужно закончить там школу с красным дипломом, учиться, трудиться. То есть у меня какая-то совесть иногда играет, если я не приду на урок или что-то еще. То есть такая ответственная, да? Да. А Иван как пришел? У меня это так волей судьбы. Я был в детском лагере, вообще не знал, что такое балет. Туда пришли педагоги с Якутской балетной школы, и вот меня выбрали, и 1 сентября я пошел в балетную школу. Но вообще, я был как в тумане первый год, я не понимал, куда я пришел, зачем пришел, но после года я влюбился в эту профессию и понял, что я хочу связать свою жизнь именно с этой профессией. Я помню, почему-то вспомнил свое детство, я ходил на бальные танцы, да, но тогда же было популярны вот эти боевики, да, и вот эти там восточные единоборства, и самое главное было это научиться сесть на шпагат, вот как Ван Дам. Да? Получилось у тебя? Нет. Так, ребят, и про ваши ближайшие планы, да, вот уже Алисия сказала, что вы летом будете тоже на серьезное одно мероприятие. Это конкурс Юрия Григоровича. Он проходит раз в 4 года, как Олимпиада. Туда съезжаются уже звезды мирового масштаба, и также те, кто идут на пути к этому. Конкурс проходит в Большом театре, как на новой сцене, так и на старой. Международное жюри, и поэтому это очень ответственный конкурс, и мы надеемся, что мы себя хорошо покажем в очередной раз. А мы уверены, что вы себя хорошо покажете. Да. Кстати, очень серьезная же подготовка. Вообще балет — это настоящий труд. Да. Сколько часов в день вы посвящаете балету? У нас, как у всех, есть общеобразовательные дисциплины. То есть у нас с утра урок, наша зарядка заряжает нас на весь день. И вот мы учимся по общеобразовательным дисциплинам. И вот когда выпишут репетиции, сценические уроки у нас народные, дуэтные, это когда в паре, актерское мастерство. То есть целый день практически. Целый день мы находимся. Вообще расписание может как угодно меняться, ты напишут все быстро на репетицию, там костюмеры ждут. А выходные? Тоже? Я занимаюсь. Выходные, конечно, иногда съедаются, да, если там особенно перед поездкой, поэтому... Но уже привыкаешь, и без этого жить не можешь, как наркотик. То есть движение, оно всегда... Да, потом даже летом у нас есть отдых хоть какой-то, и все равно тело хочет что-то делать, и поэтому даже иногда летом занимаемся, потому что, во-первых, ты из формы выходишь, и потом очень тяжело входить в форму, да, а так все время летом хочется тоже настроение станцевать, что-нибудь сделать. И да, на даче работаешь, хочется ножку поднять или как-нибудь потянуться. Почему-то тянет все время. Это уже образ жизни у вас, да, ребят? Но все-таки мы поговорили про будущие ваши планы, да? А сегодня вы принимаете участие в первом детском национальном балете «Сказочная долина». Расскажите немного об этом спектакле и почему зрителю стоит обязательно его посмотреть. Этот спектакль был поставлен по якутской народной сказке и также по пьесе Гоголева. За либретто отвечала Заболоцкая Прасковья Еремеевна. Хореография нашей выпускницы балетной школы Екатерина Тайшина, которая ставит прекрасные постановки, как в современной хореографии, так и в классике. Композитор Кирилл Герасимов. В этом спектакле участвуют почти все учащиеся Якутской балетной школы, а также солисты театра оперы и балета. Этот спектакль, вообще рассказывается о людях и взаимоотношениях с природой, с животными, о том, что такое плохо, что такое хорошо, учит нас чтить старших родственников, чтить традиции, свою культуру, рассказывает о дружбе, о простой дружбе между людьми, о любви. Об домашнем уюте. У нас солисты, есть маленький мальчик
и дальше по нарастанию. Как бы. И дети понимают, я же, наверное, так же могу. И они могут в скором будущем прийти к нам. Спасибо. Иван, Алисия, вам большое спасибо за то, что посетили, украсили наш эфир. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы узнаем самые актуальные новости к этой минуте. Разработка концепции последовательной адаптации инфраструктуры арктической зоны Российской Федерации к таянию мерзлоты позволит минимизировать риски, связанные с изменением климата. Такое мнение выразили эксперты Федерального автономного научного учреждения «Восток Госплан». По их мнению, важно учитывать необходимость минимизации последствий негативного воздействия проявлений изменения климата, в том числе связанных с ними чрезвычайных ситуаций. Эксперты считают, что к мерам адаптации могут быть отнесены применение термостабилизаторов для обеспечения устойчивости зданий и инженерных сооружений на вечной мерзлоте, сооружение дамб от наводнений, лесозащитных полос, противопожарные мероприятия. Юные хоккеисты, участники образовательной программы из Республики Узбекистан приехали в Кузбасс для подготовки к международным спортивным играм «Дети Азии». Тренировки проходят с 9 по 21 мая на базе Ледового дворца Кузбасс и Ледовой арены Кемерово. Это первые сборы в рамках подготовки к предстоящим международным соревнованиям «Дети Азии». Тренировки будут проходить как на льду, так и в спортивном зале. Также для спортсменов подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Напомним, вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 23 февраля по 5 марта 2023 года одновременно в 4 городах Кемеровской области. Ожидается, что участниками станут около 1000 спортсменов из стран Азии и регионов России. В программе 10 видов спорта. Но опять же, тренировочный процесс, получить опыт, тренироваться, работать, это никогда не прекращается. И в условиях сборов это более продуктивно получается. Они не отвлекаются ни на учебу, ни на какие-то другие свои семейные обстоятельства. Но они включаются в работу полностью. Во-первых, всей командой живут одним коллективом, это дает лучший результат. Спортивные цели, опять же, мы участвуем на чемпионате Казахстана, будем заявляться в следующем сезоне. Этот сезон закончим этими сборами как раз. Будущее только вперед, работать, тренироваться. В столице Якутии прошли ежегодные республиканские конные скачки. На главном ипподроме города состязались скакуны из 7 районов республики в 7 различных дистанциях. В первом забеге в дистанции на 800 метров выиграла кобыла Верба Амгинского улуса. На дистанции 2400 метров победу одержал жеребец Блэк Грег, также из Амгинского улуса. В дистанции 1200 метров победила кобыла Динамика, представительница Мегина Кангаласского улуса. На дистанции 1400 метров победил Эйр Бен Барс, жеребец из Усть-Алданского улуса. На 1600 метров выиграл Нумизматик, жеребец Верхневилюйского улуса. На 1800 выиграл Крит, жеребец Мегина Кангаласского улуса. И на главной дистанции соревнований на 2000 метров победу одержал жеребец Свидетель Барс из Амгинского улуса. В этом году, в отличие от прошлого, зрителей пустили на трибуны. У меня на этом вся информация. Ну а мы продолжаем тему скорости. Команда из Москвы создает скоростные гоночные автомобили. Московская команда Artline Engineering конструирует и выпускает уникальные гоночные автомобили, которые соревнуются с известными марками спорткаров на российских и международных конкурсах. Один из самых быстрых автомобилей организации Legends Evolution может разгоняться до 100 км в час за 3,4 секунды. Legends Evolution является одним из самых быстрых автомобилей не только компании Artline, но и всего сегмента машин, участвующих в гонках в России. Legends Evolution стоит 2,5 миллиона рублей, в то время как спорткары того же класса, Touring или GT4, стоят около 20 миллионов рублей. Проекты команды создаются с нуля на базе... Хотел сказать, что серия очень интересная. Интересная за счет того, что она, в принципе, вторая или третья по скорости среди всего чемпионата России. Несмотря на свои достаточно скромные габариты,
показывает очень быструю скорость. И этап в прошлом году в Грозном это наглядно показал, что, в принципе, мы были вторые по скорости, там, уступая GT4 и GT3. Вот, поэтому именно на легенде, по большому счету, после вот людей из картинга ты получаешь полное ощущение спортивной машины, которая уже передает тебе полное ощущение и трассы, и самой машины. Проекты команды создаются с нуля на базе собственного конструкторского бюро в Технополисе, Москва. Здесь разрабатываются чертежи, отливается каждая деталь и полностью собирается весь автомобиль. На этапе разработки проекта команде удалось снизить вес кузова на 40 килограмм по сравнению с аналогом американского производства. Благодаря этой и другим уникальным особенностям команда Legends Evolution уже не раз завоевывала призы на международных гонках и соревнованиях. Ну что, дорогие друзья, на этом наш эфир подходит к концу. Напоминаем, что сегодня среда, 11 мая, короткая рабочая неделя. И я думаю, что мы зарядили вас зарядом бодрости. Ну а мы не прощаемся. Увидимся с вами в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Конечно, мы желаем вам доброго утра и отличного настроения.